Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня мы с вами будем печь пирог. Пирог с повидлом яблочным. Для этого я беру 400 грамм муки. Ну, где-то примерно так. Можно и 450, можно и 400. Посмотрим. Видно будет, когда я готовлю. Мука бывает разная, разной влажности. Поэтому я беру 400 грамм. И когда я буду месить тесто, будет видно, добавлять дальше муку или нет. 200 грамм сливочного масла, 82,2%. Натираем через терку. Обваляю в муке. Стол, конечно, у меня трясется. Мне придется новый стол купить. Я там внизу по советам подписчиков смотрела. Там ничего уже нельзя делать. Ну, уже стол уже старый, уже больше 15 лет. Поэтому, наверное, пора мне менять. Ну, потом попозже поменяю. Наверное, буду смотреть, когда поеду в город. Да и что-то хочется мне другое поменять. Пока не буду говорить об этом, а вдруг не получится. Видно будет. Вот так натираем через терку. Масло стояло в холодильнике. Твердое. Мука у меня высшего сорта. Макфа. Я покупаю в основном по 50 килограмм муку. Потому что я часто готовлю. Внуки просят что-то мучное. Если они у меня мучное не кушают, хотя бы один раз в день, они у меня как будто голодные. Они завтракают, обедают, ужинают, а между этими они хотят что-то мучным, вкусненьким чай попить. Иногда бывает, я 8-9 часов вечера готовлю что-то мучное, или оладушек, или пышек, или что-то еще. Им приятно кушать мучное. Я, наверное, сама приучила их. Вот так. Сейчас сюда я добавляю грамм где-то 70-80 сахарного песка, щепотку соли, 2 яйца и 10 грамм разрыхлителя. Можно добавить ванилин или ванильный сахар там, чайную ложку, но у меня дома нет. Я сейчас посмотрела, надо будет прикупить. У меня дома нет. И где-то 2 столовые ложки молока. Все это перемешиваем хорошенько. Погода у нас сегодня немножко прохладная. Ночью до 25 градусов мороза было. А сейчас где-то минус 17. Но ветра нет, поэтому на улице тепло. Хорошо, я уже съездила в центр, заплатила платежки за свет, за воду, за мусор. Ну, конечно, за газ еще квитанцию не прислали почему-то. Что-то странное. Я думала, только мне одной не прислали. Оказывается, и другим тоже не прислали. Сейчас замесим вкусное-вкусное тесто с вами.
К приходу мальчиков из школы будет у нас вкусный пирог. Я надеюсь, все у нас с вами получится. Вот здесь ничего не остается, все чисто. Немножко помнем здесь. Поиграем тестом. Тесто любит руки. Поздравляю вас всех, мои хорошие, с крещением. Желаю вам здоровья, удачи, много-много радости, чтобы вы никогда не болели, чтобы жили в уважении, и чтобы был мир над головой. Мы об этом все желаем и молимся даже. Вот какое тесто получается. Посмотрите, как пластилин. Мягкое тесто, бархатистое, нежное. Мешочек положим и даем тесту отдыхать полчаса. А вот наше тесто стало еще мягче. Четвертую часть мы отрезаем, убираем в стороночку. А теперь будем работать. Раскатаем круг. Такое тесто, конечно, песочное получается. Вот такой круг. И выделяем себе круг вот так с крышкой. И делаем вот такие надрезы. И сделаем вот такой узорчик. Кто как сможет. Так, так, так. Ну, у меня, конечно, не совсем ровно получается. Ну ладно, мои мальчики съедят. А когда уж для гостей делаешь пирог, кому-то в гости идти, то постараешься поровнее. Ну вот, где-то вот так. Через одно вот так берем. А это нахлест. Берем и нахлест. Берем и нахлест. Вот так. Ну вот где-то вот так. А у меня повидло есть яблочные. По-моему,
уже 2 года стоит. Я в погреб спустилась посмотреть, что там у меня есть. Я с ними и пирожки делала, и пироги делала. В прошлом году у меня яблок очень было мало, поэтому я с яблоками ничего не могла делать. Яблоки у меня падали, гнили, червивые. Я с ними кормила скотину. В этом году, Алла берса, Худай кушса, если Бог даст, то все будет нормально. У меня пирог получается маленький. Нам хватит. У нас есть остаток. Это тесто тоже раскатаем. А я нашла вот такую свою штуковину. Тесто песочное. И делаем вот такие полосочки. И будем украшать наш пирог. Так. И вот так. Вот так поднимаем. Вам видно, нет? Если вам не видно, я могу вам повторить. Делаем вот такие сеточки. Вот и все. У меня чуть-чуть теста осталось. Я делаю вот такие жгутики с краешку. Вот наш пирог. Взбиваю яйцо. Здесь у меня 1 столовая ложка молока и яйцо.
Смазываем наш пирог. Ну вот, мои хорошие, пирог наш готов. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Ну вот, мои хорошие, наш пирог испекся. Горячий, красивый. Посмотрите, какой красивый пирог. Пирог песочный. Конечно, в горячем виде пирог нельзя резать, но никуда не денешься. Придется резать, потому что я сейчас с внучками поеду на тренировку. Ой, какая вкуснятина. Пирог песочный. Вот какой пирог. Посмотрите. Дети мои пока не пришли. У них сегодня кружок. Попробуйте, мои хорошие, не пожалеете. Начинку можно любую. Наверное, думаю, вкусно будет, когда будет начинка лимонная. Очень вкусно. Сейчас я разрежу. Внуки придут, покушают и чай попьют с пирогом. Если кого-то заинтересует мой пирог, рецепт пирога оставлю я под видео. Можете попробовать. А дайте, мои хорошие, попьем вместе чай. Вместе будет веселее и интереснее. Но на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.